сегодня. Мы счастливо оказались. И мы тоже сели. Хотя бы сидите, да? Файруза Гимаева 2 года живет в Царево. Сегодня ей повезло. До Казани доберется вовремя. Чтобы влезть в микроавтобус, идет 15 минут в обратном направлении на начальную остановку. Это ужасно. Ужасно. С детьми. Вы представляете, в больницу ездят, в город куда-то ездят. Битком. Это ужас. Вот вы на последней посмотрите где-нибудь там не зайдешь. Жители рассказывают, часто из-за того, что микроавтобус не умещает всех, маршрутку приходится пропускать и ждать следующие. В Царево 8 остановок. И в час пик автобус сажает людей на первых и проезжает мимо остальных. Все мы ехали вот так. И друг на друге висели. Как селедка мы. Селедки бочку набивают же. Вот таким образом мы так и ездим. Каждого обнимаешь. Как кильку туда запихают, и мы влезаем уж, куда деваться-то. Интервал между автобусами 15-20 минут, говорят и жители, и сами водители. Сейчас на маршруте до 10 газелей. Сколько человек умещается вот в такой газельке? Газельки вот тут. Сидячих 19? 19 сидячих. Ага. А когда вот в час пик, сколько умещается? Это уже больше бывает. 123-й автобус ездит по маршруту Царево, проспект Победы и обратно. У станции метро ситуация хуже. Здесь садятся еще и жители Кощакова, Званки, Весны и Светлой долины. Очень много людей. Бывает, что некоторые люди прям впритык едут от двери. Поселок очень вырос, население 20 тысяч, и эти газельки очень малы. И вечером он набивается до предела. А если что-нибудь случится, из этого газельки никто не выйдет. Жители самостоятельно ищут выход из этой ситуации. Один из вариантов – создали вот такую группу попутчиков. Она постоянно обновляется. Водители набирают здесь себе пассажиров, а пассажиры, соответственно, находят водителей, чтобы добраться до города. 123-й маршрут открыли в 2018-м. Перевозчик – Республиканский автовокзал. Маршрут межмуниципальный, поэтому он под контролем Минтранса. Жители в министерство обращались не один раз. О необходимости больших автобусов писали и в соцсетях. Ответ ведомства – перевозчик пытался запустить автобусы побольше, но не позволяет ширина дороги. Хотя дорожное хозяйство в их видении. Перевозчик, вот опять же, ссылаясь на обследование пассажиропотока, самостоятельно поставил туда сейчас 1 единицу среднего класса. Выяснилось, что дорожные условия не подходят для автобусов большого и среднего даже класса. Даже расширить дорогу при существующей застройке не представляется возможным. Минтранс после обращений граждан совместно с исполкомом Пестрецов и ГИБДД провел с Царево выездное совещание. Предлагают маршрут, как бы абсурдно ни звучало, без заезда в Царево. Это значит, жителям придется добираться до остановки 15-30 минут пешком. Большая часть – это семьи с детьми, и это предложение их не устраивает. Мы сейчас рассматриваем возможность запуска нового маршрута. Он уже будет ходить до Восточного, ближайший автовокзал, но без захода в сам поселок Царево-Вилледж. Тем самым надо будет жителям выйти до основной магистрали и там сесть на вот этот большой автобус. Один из перевозчиков уже изъявил желание запустить этот маршрут. Планируется, что это будут автобусы среднего класса на 28 сидячих мест. Его могут запустить в конце октября. Но решит ли это проблему? Вероника Гайнудинова, Адель Миндубаев, ТНВ, Пестречинский район.